Карткировском районе открыли сразу два новых фельдшерско-акушерских пункта в деревне Вашкурья и селе Нёбдино. Строительство объектов проходило в рамках национального проекта здравоохранения. В каких условиях теперь будут оказывать медицинскую помощь на селе, расскажет Ксения Лосева. Евгения Елизарова – одна из первых посетительниц нового ФАПа в деревне Вашкурья. К своему здоровью относится ответственно. Признается, теперь, когда фельдшерско-акушерский пункт переехал в новое здание, ходить на приемы стало гораздо приятней. С давлением, да, чуть что, да, со всеми жалобами, кому потом. Алла Ивановна молодец, всегда подскажет, поможет. Как-то даже слов нету. Там же все уже развалившееся было. 100-летней давности здание маленькое. Раньше медицинскую помощь приходилось получать в ветхом строении. Холод, сырость, кривые полы и протекающая крыша. Теперь все это осталось в прошлом. Сегодня в деревне проживает около 130 человек. Летом и того больше. Приезжают дети и внуки. Отныне все они под чутким присмотром фельдшера. Нужно общаться с людьми, уметь разговаривать с людьми. Вот. Общение – это когда люди тебе приходят, с тобой разговаривают, работаешь и как медицинский работник, и как психолог. Потому что сейчас такое время, что люди приходят, просто придут и поговорят. Алла Быкова приезжает из соседнего Приозерья 2 раза в неделю, но уже совсем скоро у учреждения появится свой специалист, помогла программа «Земский фельдшер». Кстати, новоселье празднуют и ФАП в Нёбдино. Здесь проблем с кадрами нет и вовсе. На страже здоровья местных жителей Юлия Савина. Девушка сразу после окончания школы твердо решила отучиться на фельдшера и вернуться в родное Нёбдино. Примерно в день приходит от 10 до 15 человек. Приходят с разными жалобами. У кого-то поясница, у кого-то головные боли, кто-то там насморк, кашель или просто за справочкой. Здесь тепло. Я надеюсь, что и зимой будет тепло. Просторно. Не надо ютиться в одном кабинете с терапевтом. Когда они приезжают, нам приходилось там в одном кабинете все. 170 квадратных метров, 16 помещений хватает и для приезжающих врачей. Для осмотра малышей отдельный кабинет. Скоростной интернет, водоснабжение, отведение – все работает автономно. Уличное освещение самое яркое в селе. Территорию вокруг ФАПа облагородили. В сельских населенных пунктах проживает в большинстве своем возрастное население. И это накладывает на нашего медицинского работника дополнительную ответственность за здоровье этих людей. За контроль над тем, как они исполняют назначения докторов, как они принимают лекарственные препараты, насколько они своевременно приходят на прием. В прошлом году в Коми началось строительство 19 ФАПов. Сейчас дано уже 10. Остальные в разной степени готовности. В числе основных причин задержки строительства – некачественная работа подрядчиков при производстве проектно-изыскательных работ и их слабая ресурсная база. Повлияло и резкое подорожание стройматериалов, а также удаленность большинства объектов и, как следствие, трудная логистика. Браколанск, Колва и район. По ФАПам расторгли предыдущие договора с недобросовестными, так скажем, подрядчиками, заключены новые договора. Сейчас передается строительная площадка, и в первой декаде июля уже начнутся строительные работы. Сейчас уже те фирмы, которые выиграли эти подряды, завозят оборудование и осваивают уже площадку. В рамках национального проекта здравоохранения и регионального проекта модернизация первичного звена здравоохранения недавно была обновлена и районная больница в Сторожевске. В здании заменили кровлю, полы, канализацию, вентиляцию и электропроводку. Сейчас здесь работает дневной стационар. На обсуждении и вопрос по открытию круглосуточного. Сейчас необходимо просчитать финансовую составляющую, оборудование и нагрузку на медиков. Ксения Лосева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Карткировский район.